2 медали за отвагу, орден Красной Звезды. С такими наградами мог вернуться с войны на родину, в деревню Городище Полоцкого района мой прадед Сенкевич Федос Захарович. Но он погиб, ему было всего 42 года. Дома его ждала жена Мария Кирилловна и 3 детей Катя, Дина и Арсений. В нашем семейном альбоме хранится только одна его фотография и похоронка. Каким же он был, Федос Захарович? К сожалению, я могу это узнать только по рассказам. И вот спустя 75 лет после окончания Великой Отечественной войны удалось найти информацию о его жизни и боевых подвигах. До войны мой прадедушка был председателем колхоза «Червоное Городище». Во время войны с 15 мая 1943 года по 8 июля 1944 года был партизаном в бригаде имени Чапаева. Партизаны Беларуси, как они сражались против фашистов, что толкало их уйти от родных и совершать порой невозможное. Я думаю, что за спиной каждого была своя малая родина, семья, родные и близкие. В феврале 1944 года каратели сожгли деревню Городище. Семью приютили родственники в соседней деревне Карпиничи. Младшая дочь Катя вспоминает. Пришел папка, прислонил автомат к печке, побыл немного и все. Больше мы его никогда не видели. За проявленное мужество, отвагу, смелость в партизанском отряде мой прадед был представлен к медали за отвагу 24 ноября 1943 года. Во втором наградном листе читаем: Сенкевич Федос Захарович представлен к ордену Красная Звезда. С момента вступления в отряд товарищ Сенкевич активно включался на борьбу с немецкими оккупантами и при встрече с врагом всегда показывал образец геройства и мужества. Командование назначило его командиром отделения разведки. Подорвал 15 вражеских автомашин, достоин правительской награды ордена Красной Звезды. Этот наградной лист от 18 июля 1944 года был написан уже после призыва прадеда в регулярные войска. К сожалению, мы до сих пор не знаем, вручили ему награды за подвиги в партизанском отряде. После освобождения Полоцка ушел на фронт с частями Красной Армии. Воевал прадедушка в составе 199-й гвардейского стрелкового полка, 67-й гвардейской стрелковой Витебской краснознаменной дивизии в звании гвардии старший сержант. Благодаря журналу боевых действий 67-й гвардейской стрелковой дивизии нам удалось узнать весь боевой путь от Полоцка до Лиепайского уезда Латвийской ССР. Путь полный наступлений, боевых потерь и редких затишей между боями. Вот бойцы дивизии перешли в наступление, овладели высотой, а вот проводят занятия по боевой подготовке. Личный состав приводит себя в порядок. После вручения наград для всех солдат был дан концерт артистами Куйбышевского государственного театра. А уже на следующий день бойцы принимают бой и ремонтируют дороги, и подвозят под шквальным огнем боеприпасы. Так день за днем, с 8 июля по 13 ноября 1944 года. За этот недолгий промежуток времени он сумел проявить себя. Читая наградной лист о представлении к очередной награде медали за отвагу, приказ по 199-й гвардейскому стрелковому полку от 25 августа 1944 года от имени Президиума Верховного Совета Союза СССР награждаю старшину 7-й стрелковой роты гвардии рядового Сенкевича Федоса Захаровича в наступательном бою 11 и 12 августа 1944 года. Несмотря на сильный артиллерийский, минометный и пулеметный огонь противника, доставил на передний край в траншеи 8 ящиков патронов, чем обеспечил отражение контратак противника. На обратном пути оказал помощь 2 раненым бойцам и 1 офицеру. Вывел их из-под огня с личным оружием. Очередная награда заслужена, а война продолжается. И бои продвигаются все ближе и ближе к границе. Гонят фашистов с родной земли, но не все дойдут до Берлина. Так и мой прадед остался на латвийской земле. Погиб он при освобождении очередного населенного пункта. Такой боевой путь, который прошел мой прадедушка. Погиб он 13 ноября 1944 года. Мой прадед нес свою лепту в большое, огромное дело освобождения родной земли от немецких захватчиков.
И пусть это только судьба одного человека, но ведь история победы состоит именно из таких вот маленьких частиц и подвигов, которые совершали миллионы советских людей. В семье сестры моего дедушки Зинаиды бережно хранится похоронка. Прадедушка погиб, но память о нем жива до сих пор. И его род продолжается. 7 внуков, 16 правнуков, 6 праправнуков. Спасибо прадеду за победу. Не забывайте о войне, своим потомкам передайте, как гибли прадеды в огне, вы подвиг предков не предайте.